эфире передача «Дискуссия» и гость в нашей студии, председатель Народно-патриотического союза «Девлет» Николай Дудогло. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Харламович, уже декабрь месяц, завершается еще один рабочий год. Как вы считаете, что хорошего преподнес этот год нашей Гагаузии? Вот какие важные моменты вы можете отметить? Ну, для меня этот год, конечно, очень важный для моей жизни, потому что в этом году я принял наверняка очень серьезное решение. И в марте месяце я написал заявление, вышел из Демпартии и сразу же ушел и из парламента. Ну, многие мои коллеги, в принципе, просили, чтобы я остался в парламенте, потому что выход из партии, это не означает, что человек должен уходить из парламента. Но я считаю, что я поступил очень правильно, потому что есть много у нас примеров, где многие выходили из партии, но не выходили из парламента. Я пришел голосами партии демократов, поэтому я, уходя, действительно сложил мандат для того, чтобы пришел следующий человек, который по списку ушел, потому что для меня очень важна была именно ситуация, которая есть именно в нашей Гагаузии, и видел, что по многим вопросам, где мы не можем отставать позицию, мы не смогли принять законы, которые усиливали Гагаузии 3 проекта. Скажу, что очень многие вещи, которые происходили, это на уровне правительства страны, но мы пытались вмешиваться. Это то, что забирались полномочия с Гагаузии. Поэтому я решил, что пришло время честно об этом сказать и уехать домой. Тем более, даже не то, что уехать, я и жил в Гагаузии. Поэтому этот год я начинаю именно с этого, потому что для меня это очень важный шаг. Но при этом... смотрите, Николай Иванович, многие уходили не из правящей партии. Вы ушли в партию, которая у власти. Лиза, я, честно говоря, вот сейчас идет очень много обсуждений, что вот Дудогло ушел. Я вам скажу, что вот, не буду касаться наших гагаузских политиков, чтобы никого не обижать. Но вот, например, Дадон, Гречанна, ведь они ушли с Компартии. И скажу, что в дальнейшем голосовали за Тимофти. Сейчас они говорят, чуть не принять закон, тот, кто переходит, что нужно их там обвинять, не знаю, уголовные дела открывать. Фактически они это сделали. По отношению к Дудоглу я как поступил? Я поступил, что ушел с правящей партии, когда она в силе. Ушел не 2 месяца до выборов, ушел когда год. Да, это был март, а у нас следующие выборы в феврале. Фактически целый год, где я мог быть в парламенте. Ну, я скажу, что это повторила и наш Башкан Гагаузии. В принципе, наверное, ушла от партии коммунистов. Но ушла от партии коммунистов именно в тот момент, когда коммунисты проиграли все. А я ушел в демократию, когда они правящая партия, фактически сегодня руководят страной, но ушел из-за того, что в дальнейшем поддержать Гагаузию, потому что я видел, что во многих вопросах, где мы не можем, не получается работать. Это главное. Я скажу, что я не могу сегодня обвинять демократов, потому что благодаря им у нас увеличился бюджет. Бюджет фактически от 470 миллионов, сегодня принято уже 800 с чем-то, будет 900 миллионов, будет и миллиард. Но здесь нельзя не признавать, что принятый закон в парламенте, который поддержала группа большинства, это закон о местных публичных финансах, который дал возможность сохранить 2 основных налога, это трансферты и акцизы, но при этом как раз менялось в стране пересчет получения трансфертов на количество одного человека, и мы получили, как вся страна, и дополнительно еще эти 2 налога сохранили, благодаря этому и увеличился бюджет. Поэтому я не буду сейчас касаться какой-либо партии, тем более, что сегодня я руковожу Народно-патриотическим союзом «Девлет», который мне доверили, и мы приняли решение, что на будущих парламентских выборах наша команда не будет поддерживать ни одну из партий. Даст возможность, чтобы люди сами определили, кого из этих партий можно будет поддержать. Поэтому, кто больше сделал для Гагаузии, наверное, тех и поддержит. Но этот год мне запомнился и тем, что в этом году мы внедряли очень много различных проектов, которые мы принимали в парламенте. А я вам скажу, что принимаемые законы в парламенте, они дают положительный дальнейшем результат. То есть не сразу, постепенно, конечно. постепенно. Принятый правильный закон, в дальнейшем исполнительная власть внедряет какие-то проекты. Если этого закона нет, значит ничего не будет внедряться. То есть можно сказать, что когда привлекались деньги в Гагаузию, вы в этом участвовали, еще будучи депутатом, скажу главное, да? Вот я был примаром города и много лет, и мои коллеги примары, наверное, сейчас меня услышат, дорожный фонд у нас в Гагаузии только был 50% Камрати, и у нас он достигал 500-800 тысяч лей. А ни один населенный пункт дорожный фонд не имел. Мы в парламенте приняли закон, что дорожный фонд полностью 100%,
чтобы она не уходила в Кишинев, а она полностью возвращалась в Гагаузию. И каждая примария сегодня имеет дорожный фонд. То есть каждая примария имеет статью, по которой может ремонтировать свои дороги. Это вот, в например, цифрах, в Камрате, если вот, например, я приведу в Камрате, чтобы всех населенных пунктов не знаю. Камрат сегодня получает дорожный фонд 2 миллиона 900 тысяч. Разница есть, 800 тысяч, 2 миллиона 900. Куда тратятся эти деньги? Ну, это уже по решению муниципального совета, примария ремонтирует дороги, потому что эти деньги идут именно на дороги. Ну, делаются тротуары, это именно из этих денег. Но не было бы этого закона, значит, никто эти деньги не получал бы. Дополнительно мы в этом году принимали, и скажу, что я очень активно участвовал в этом, еще в начале разработки этого проекта, что оно долго обсуждалось и в правительстве, и при поддержке парламента. Было принято очень большой проект ремонт дорог по всей Республике Молдова. И я курировал 13 проектов по Камрадскому району, потому что я был депутат именно с Камрадского района, где мы внедрили 13 проектов где-то на общую сумму где-то около 18 миллионов лей. Да. И в том числе и в Камрате было на 1 миллион ремонтирована часть дороги улицы Лермонтова. Но в дальнейшем мы обратились с ходатайством, чтобы выделили дополнительные средства на Камрат. И скажу, что нас поддержали. Это недостаточно, да? Да, это недостаточно, потому что есть населенных пунктов, мы выполняли работу на 1–1,5 миллиона лей, и где-то была дорога там 501 километр отремонтировал. Для Камрата, конечно, очень мало. Мы обратились, получили полную поддержку, и Камрат получил дополнительно еще 5 миллионов. И, слава богу, погода держала. 2 миллиона мы смогли еще внедрить. И эта дорога полностью отремонтирована. Улица Лермонтова, 100%. В Камрате, да? Да. Она сначала белый вариант, потом 2 слоя черного варианта асфальтированы, 9 сантиметров асфальта. И еще 3 дороги, которые начали ремонтироваться. Это улица Бендерская, улица Достоевская, улица Суворова. Но, к сожалению, погода, видите, у нас резко она поменялась. В принципе, первая часть работы выполнена в белом варианте. На Бендерске даже часть уже началась в черном варианте, то есть асфальтироваться. Но работы прекращены. Но деньги под эти проекты есть. Поэтому, когда погода позволит... Деньги уже получены Камратом, да? Погода есть, подрядная организация есть, которая эту работу должна выполнять. Они ждут только, чтобы чуть-чуть отрезок, там неделю была хорошая погода. Как откроется погода? Ну, а мы знаем, что у нас... В Молдове, в принципе, так, неделю холодно, вторая неделя слякоть, а потом снова начинается тепло, плюсовая температура, и поэтому эту работу можно делать. Поэтому деньги есть, и как погода позволит, улица Бендерского, Достоевская и Суворова будут асфальтированы. Тоже асфальтированы, 2 слоя. Это, в принципе, довольно-таки очень много. Это не просто там ямы подремонтировать, это капитальный ремонт этих дорог. Поэтому я в этом году отмечу, что довольно-таки успешно прошли эти проекты. В этом году я также хочу отметить, что очень важный момент, и скажу, что это была моей мечтой, когда еще был примаром, мы сделали все возможное, чтобы открыть промышленный парк. И нам удалось тогда, значит, составить все документы и получить поддержку правительства, что 50 гектаров земли, выделенные тогда, значит, примарией, муниципальным советом, это самый большой парк Республики Молдова. Да, мы помним это время, когда сколько было обсуждений, сколько выборов прошло, обсуждений, это мегапроекты, нам они не нужны, Камрат, у меня там били со всех сторон, что этого не надо делать, но время прошло. В дальнейшем в этом году мы приняли, и мы смогли убедить парламент, я вам скажу, было очень тяжело. Я благодарю моих коллег-депутатов и Дудника, и Карасени, в котором мы все вместе участвовали в этом. И мы убедили парламент, убедили премьер-министра, что свободная экономическая зона есть у нас в Вулканешт, чтобы открыть еще субзоны Камрат и Чедерлунгу. И мы открыли эти субзоны, свободная экономическая зона Камрат и Чедерлунга. Камрат сохранился наш парк 50 гектаров, это самый большой. Ну и сегодня пошло осваивание. Сегодня выделены первые несколько миллионов лей, которые уже осваивается инфраструктура, и дальше этот проект пройдет. Ну, например, компания Фуджикура, которая, я сейчас не буду хвалить или ругать эту компанию, но это первая компания, которая, как говорится, если бы не было свободной экономической зоны, они в Гагаузию не пришли бы. Потому что они хотели в Кагул, но когда узнали, что здесь открывается, потому что, естественно, что это страна, которая будет производить и экспортировать, они, естественно, что если не будут освобождены от НДС, то в дальнейшем, конечно, это для них станет невыгодно. А свободная экономическая зона, где именно некоторые налоги не оплачиваются, именно НДС. Есть льготы, да? Да, есть льготы, поэтому, естественно, что они открыли свою компанию в Гагаузии. То есть без нашей поддержки в парламенте ни этот проект, ни какие-либо другие не были. Мы, например, сейчас видим и предлагаем, чтобы в свободной экономической зоне обязательно, в первую очередь, строились холодильники. Этот год показал, что если в Гагаузии не будет больших холодильников, мы каждый год будем терять свою продукцию. Мы потеряли персики,
Некоторые предприятия корчевали даже деревья уже. Мы потеряли сливу, мы потеряли часть яблок, столовые сорта винограда потеряли. Почему? Потому что у нас фактически 2-3 маленьких холодильника гагаузии. Сегодня строить нужно большие. Потому что вот сейчас, например, есть возможность уже продавать чуть-чуть, да, фрукты. Но уже их не остались, они у нас гнили. А если бы сохранили бы их, то вот в течение года по частям бы продавали. Поэтому, конечно, нужно и холодильники, и перерабатывающие комбинаты. Николай Харламович, я по поводу холодильников хотела вам задать вопрос, потому что у нас в наших дискуссиях участвуют очень часто предприниматели. И вот один из предпринимателей как раз говорил и раскрыл эту проблему, что у нас нет в Гагаузии холодильников. Вот как вы считаете, почему сложилась такая ситуация, когда у нас вот были различные программы, да, была программа САРТ, вот, но холодильников так и не построили. В чем здесь проблема заключается? Я скажу, что в Гагаузии неправильно выбирается приоритет. Ну, как одно из моментов, что мы сейчас все тротуары чиним, а канализацию не провели, и завтра мы их начнем снова копать и уничтожать. Потому что нужно было все-таки с канализацией. Я не обвиняю здесь Примарию, что Примария не может сама решить вопрос канализации. Это только региональные власти подключают центральные власти. Эта башка должна пробить этот проект. Ну, вспомним Чадрулунгу. В Чадрулунге есть канализация благодаря бывшему башкану Формузалу. Поэтому все, в принципе, ожидали, что за эти 3-4 года будет канализация в Камраде. Что Примария своим бюджетом это не может сделать. То есть приоритеты, видите, мы здесь не выбрали правильно. Дальше идем. Если мы говорим о строительстве холодильника, которое одно из первых очередь, да, потому что даже если экспортировать у нас сельхозпродукцию, нужно сначала охлаждать. А если мы не охлаждаем, они по дороге все сразу становятся кашей. Но вот мы выделили 12 миллионов лей, например, в Фуджикуре для ремонта зданий. Почему? Вот 12 миллионов нужно было выделить предпринимателям, которые бы строили бы холодильники. Да, определить там 20-25% стоимости, субсидируем, остальное предпринимать сами. Конечно, я скажу, нашлось бы очень много предпринимателей, которые бы, видя, что такие хорошие условия, строили бы холодильники. Ведь на севере, возьмите там северные районы, Бричаны, там другие, там, наверное, раз 50 больше, если тоннажей считать в холодильниках, чем у нас в Гагаузии. Конечно, они могут сохранять свою продукцию, чтобы она не портилась. Поэтому здесь я считаю, что в первую очередь неправильный приоритет. Конечно, должна быть совсем другая программа. Например, мы выступаем, что социально-экономическая программа должна быть, которая в первую очередь будет предлагать, чтобы инвестором был наш житель. Наш житель с региона или же наши гагаузы, которые заработали деньги. Вот недавно прошел первый съезд предпринимателей Российской Федерации. Ну, вот я наблюдал по телевидению, мы отправляли поздравления. Мы разговаривали с Сергеем Ивановичем Гайдаржи, который вел этот съезд. Очень благодарен руководителю господину Волкану Владимиру Ивановичу, председателю Союза гагаузов России, Дорогой Федору Георгиевичу, потому что эти очень значимые люди так в России. И скажу, что съезд собрал, ну, можно сказать, большую часть предпринимателей гагаузов, которые живут в России. И что интересно, что эти люди, которые сами создали свой бизнес, действительно серьезный бизнес, и каждый из них сегодня находится на той хорошей ступени. Конечно, мы должны предлагать, привлекать вот эти компании. Потому что, когда приходит к нам иностранная компания, которая не знает наш менталитет, они приходят к нам, сразу начинаются скандалы. Ну, во-первых, вот как у нас в Фуджикуре. Да? Вроде бы открыли много рабочих мест, все должны быть довольны. Но при этом 1000 набрали, 1000 и уволили. Но условий никаких нет. Идет брожение. Люди не подготовлены еще работать. Унижение людей. Ну почему? Потому что эти люди приходят здесь просто деньги зарабатывать. Я понимаю, бизнес, что бизнес должен зарабатывать. Но должно быть какое-то и человеческое отношение, чтобы создать какие-то условия. Конечно, наши гагаузы, которые, неважно, живет сегодня в Камрате или в Москве, но те, которые здесь родились, здесь его родственники, здесь его близкие, да, вся семья, естественно, как он будет здесь не создавать условия или штрафовать людей, когда будет знать, что все его родственники на него будут смотреть таким глазом. Ты что, дорогой? Как мы тебя там уважаем, а ты пришел? Конечно, нет. Поэтому я считаю, что будущая судьба Гагаузии в экономике, конечно, должна быть связана с нашими предприятиями и с нашими земляками, которые создали свой бизнес. Вот вы говорили о проектах по реализации дорог, да, ремонт. Вот недавно было открытие Гайдарской дороги. Много дискуссий было на эту тему. Вот как вы можете прокомментировать? И какие еще дороги были сделаны в селах именно? К сожалению, я не знаю почему, но вот в Гагаузии все время идет такая внутренняя борьба, и которая, честно говоря, она поддерживается из центра. Все время
капают, что давайте, ребята, ругайтесь, чем больше вы ругаетесь, тем лучше для центра. Потому что пока Гагаузия бурлит, пока Гагаузия занимается внутренними своими разборками, вот мы заметили, что последние 3-4 года собрали большую часть наших полномочий. Здесь то же самое. Ну, зачем это нужно было делать? Но это не сегодня началось. Давайте коснемся вопроса дороги в Авдарма. Ну, порядка 30 миллионов лей. Я скажу, конкретно этим проектом занимался я и мои коллеги-депутаты. Но с большим трудом, потому что братья Казмалы, которые меценаты Авдармы, значит, действительно очень много проектов внедрили. Игнат Михайлович не раз обращался, он был и на открытии этой дороги, что ну, государство тоже что-то должно сделать. Ну что, все должно быть, частник должен сделать, да, только меценаты. Поэтому, естественно, что мы убедили первых лиц государства для того, чтобы выделили эти деньги. Когда эти деньги были выделены, работа началась, ох, какой спор пошел, перетягивание канатов. Кто деньги выделил, кто больше, кто меньше. И еще вот тогда было вот такое брожение, и оно перескочило сейчас и уже на дорогу в Гайдары. Конечно, я вам скажу, что кто распределитель кредита? Да, ну, инициативу может дать исполком, но Народное собрание принимает решение. Без решения Народного собрания никакой проект не может быть внедрен нигде. Потому что если исполком потратил деньги без решения Народного собрания, это уголовное дело. Поэтому, когда возник этот вопрос, я как сейчас помню депутата Гайдар Николая Ильича Узун, скажу, один из таких самых ну, скромных, ну, честных, честных, порядочных людей. И скажу, что он встречался со мной, потому что в Народном собрании есть много депутатов с Новой Гагаузии, потому что ему нужно было убедить 18 человек. И я скажу, он провел большую работу. Он фактически с каждым депутатом переговорил для того, чтобы иметь 18 человек поддержки, чтобы Народное собрание проголосовало. Народное собрание проголосовало, да, большинством голосов проект был принят, проект внедряется. И уже внедрился, было выделено 20 миллионов лей, а это очень много, потому что многие депутаты говорили, погодите, в Гайдара 20 миллионов, у нас тоже плохо, давайте и нам. Но путем компромисса, путем авторитета депутата из Гайдара Узуна, все-таки получилось, что эти деньги выделили. Это деньги выделены, проект уже внедрился, открытие, ну тут сразу же становится ясно, что с центра те, которые абсолютно никакого отношения к этому не имеют. Сейчас я скажу. Да. Например, Дадон хочет приехать открывать дорогу. Вот как раз это хотела спросить. Что он вложил, что вложил президент абсолютно, для открытия? Елизавета, ничего не вложил, никакого отношения к этому проекту не имеет, как и не имеет и другим проектам никакого отношения. Он должен приехать ленточку резать. Конечно, депутатский корпус был удивлен. Депутаты, в принципе, назначили день, когда действительно Николай Ильич пригласил всех своих депутатов, да. Был председатель Народного собрания, который, в принципе, рассказал, что это деньги выделены с гагаузского бюджета, благодаря вот депутату, который все сделал. Ленточка была красная, как говорится, порезана, и дорога, открытие было. На следующий день это повторяется уже, потому что приехал Дадон, и нужно повезти на эту дорогу, и вот сказать, что он имеет отношение к этому дорогу, он кого-то будет награждать. Ну, становится смешно. И это повторяется у нас все время. Я не могу понять, честно говоря, наших руководителей из Гагаузии. Гагаузия внедряет проекты, а благодарит человека, который никакого отношения к этому имеет. Почему? Мы себя этим самым снижаем. Да. Нет, зачем? Если кто-то нам помог, конечно, да. Но если он не имел отношения к этому, нечего. Почему это делается, Лиз? Ну, я вам скажу, что вот приближаются выборы. Это было 4 года назад, что мы видели, и сейчас. Сейчас я скажу, что делается все возможное. Значит, руководители молдавских партий, ну, мы отметили как бы социалистов, но это и другие партии, сегодня пытаются в Гагаузии участвовать и еще раз обмануть Гагаузию, забрать наши голоса. Это и по партийным спискам, это и по одномандатным округам. И вот они приходят и начинают, как говорится, цепляться за те проекты, которые внедряются благодаря гагаузскому бюджету, и говорить, что вот мы вам сделали, мы вам помогли, мы еще вам поможем. Я скажу, что сегодня конкретно Дадон пытается использовать Башкана Гагаузии. Он хочет использовать Башкана Гагаузии, что Башкан обязана поддержать партию социалистов и по партийным спискам, и фактически 2 одномандатных округа положить к ногам молдавской партии. Но Башкан пусть и поддерживает. Неужели люди не разберутся так. и не видят, что происходит? Я скажу, что наверняка у Башкана должны быть очень хорошие советники и подсказать. Почему сегодня между Народным собранием и Башканом Гагаузии идут все время вот трения и разборки?
Потому что Башкан совершил глубочайшую ошибку, когда несколько лет, как она стала Башканом, она приняла участие на выборах Народного собрания, разделив Гагаузию. Этих я поддерживаю, этих я не поддерживаю. Да, депутаты, те, которых она не поддерживала, в дальнейшем, естественно, чисто по-человечески, где-то остался какой-то осадок. И все, сейчас 15 раз Башкан Гагаузии не приходит на заседание Народного собрания. Это неправильно. И вот сейчас еще одна ошибка. Еще одна ошибка, где подталкивает Башкана, что иди агитируй на парламентские выборы. Да Башкану зачем сейчас нужны эти парламентские выборы? На носу башканские выборы. Я понимаю, что Башкан нужно заниматься своими выборами. Но и то очень рано. Еще есть полгода, нужно работать. И люди оценят твою работу. А сейчас фактически я считаю, что те, которые приглашают к нам молдавские партии, которые пытаются их поддержать и забрать эти, как говорится, впервые возможность, чтобы Гагаузия заимела 2 депутатов, они просто предатели. Они понимают, что они предают Гагаузию, поддерживая молдавские партии. Сегодня нужно, чтобы Гагаузия сдала экзамен. По партийным спискам пускай проголосуют за ту партию, которую хотят. Но по одномандатным округам строго должны все голосовать за независимых народных депутатов. И последнее. Скажу, что вот Дадон очень много говорил о любви к Гагаузии. Гагаузия доказала свою любовь, 99% проголосовала на президентские выборы, чтобы не была Майя Санду, чтобы был Дадон. В том числе и я голосовал за Дадона, призывал за него, вся наша команда шла. Сегодня он уже призывает всех во сторону, а я буду поддерживать кого-то. Это правильно. Дадон нам обещал квоту 5 мандатов. Я об этом говорил везде, и вся Гагаузия знает. Подписывал закон именно Дадон. Если бы он уперся и подписывал закон и требовал бы, что здесь должна быть Гагаузия, 5, 4, 3, неважно, даже 2, но квота, а не округа. Потому что страны СНГ получили своего депутата, Приднестровье получила своего депутата, Европа получила своего депутата, Соединенные Штаты, Канада получила своего депутата. А где Гагаузия? Гагаузия, которая 99% дала президенту, их забыли. Я считаю, что сегодня Дадон может, как говорится, еще один шанс показать Гагаузии, что он наш друг. Если он это не принимает, я скажу открыто с этого экрана, что он наш не друг. Он сегодня, если он не смог, ну, допустим, что у него не хватало полномочий, и он не смог Гагаузии добиться, чтобы мы получили квоту, то сейчас в Гагаузии есть 2 округа. Вот, пожалуйста, участвуй по парламентским выборам, агитируй, забирай голоса по парламентским выборам, а по одномандатным округам выйди и скажи, и заяви другим партиям. Дорогие друзья, мы обидели Гагаузию, не дали квот. А вот сейчас давайте ни одна из партий не будем выдвигать своих представителей в парламент, и пускай чисто Гагаузы между собой выдвигают много независимых народных кандидатов, и кого люди выберут, будем работать с теми депутатами. Вот посмотрим, как они сделают. А я скажу сразу, что нет. Потому что они уже обозначили свои кандидаты. Показывая еще раз, что они хотят использовать Гагаузию. Поэтому для нашего человека сегодня должно быть очень ясно. Потому что даже уже пошли обманы, что если кто будет 2 бюллетеня на парламентских выборах, будет 2 бюллетеня. 1 бюллетень голосовать за партийные списки, то есть за любую партию. 2 бюллетень за одномандатные округа. Объясняю еще раз, что такое одномандатные округа. Здесь любая партия может выставить своего представителя, дать им свою символику и полностью их поддержать. Но в дальнейшем эти депутаты обратно идут в фракцию 100 партий, которые они пришли. И плюс независимые депутаты, которые действительно не будут входить в какие-то партии. Но они сегодня начинают объяснять, кто проголосует за социалистов по партийным спискам, обязаны голосовать и за одномандатников то же самое. Это чисто обман. Конечно, таким образом уже идет агитация, да? Вроде бы еще нет предвыборной ничего не начались, а уже хотят обмануть Гагаузию. Используя момент, что в селах наверняка телевидение, СМИ не очень достает, для того, чтобы запутать людей. Если ты проголосовал за демократов, ищи в списках демократа одного. Если проголосовал за социалистов, ищи социалистов. Нет. Здесь за партийные списки можно проголосовать за любую партию, по одномандатным округам тоже человек может выиграть, тот, который по душе. А правильно сказать, кто заслуживает, кто больше заслуживает. Николай Храмович, выборы действительно у нас будут сложными, по 2 бюллетеня, как вы говорите, будут в руках у каждого избирателя. Вот информированы ли сегодня наши люди, как будут проходить эти выборы? Вот как людям подается эта информация? Информации пока... Особенно в селах, потому что... Информации пока, честно говоря, никакой нет. Я думаю, что больше информации после 24 числа, где после 24 уже будет объявлена регистрация.
декабря, и наверняка больше сами кандидаты по одномандатным округам и партии тоже свои будут как бы рассказывать. Будут уже открыто, но видите, сразу да. начинается махинация, обман. Поэтому, конечно, здесь должна поработать очень сильно СМИ, ЦИК, Центр избирком Республики Молдова, который должен разъяснять, объяснять, что действительно будет 2 бюллетени, не одна бюллетень, что записываешь там, 2 бюллетени по партийным спискам, по одномандатным округам. Конечно, то, что Гагаузия получила всего лишь 2 округа, для Гагаузии, я скажу, это унижение. Но кто должен был защищать? Кто имеет больше поддержки на этом территории? После того, как Дадон взял 99% в Гагаузии, кто должен был защищать, чтобы в Гагаузии было не 2... Квоту не смогли, но хотя бы нужно было, чтобы 3 округа, потому что по численности населения, Гагаузия как раз таки, если разделить, получится 3 округа. Ну, я поэтому скажу, что даже 3 округа почему мы не поддерживаем да? сегодня ни одну из партий. Вот Народно-патриотический союз Девлет не поддерживает ни одну из партий. Потому что они все нам обещают и абсолютно ничего не делают. Когда приходит время, чтобы поддержать Гагаузию, они везде нас обманывают. Поэтому мы сегодня четко ведем такую позицию. Мы хотим поднять патриотизм нашего населения. Нужно партии в сторону, ну а в дальнейшем объединить Гагаузию чисто на патриотической теме, чтобы наши политики, наши лидеры, они решали судьбу Гагаузии. А они были подконтрольны не какому-то начальнику, а конкретно были подконтрольны гагаузскому народу. Тогда у нас дело пойдет. Народно-патриотический союз Девлет провел недавно праймерис по 1-му округу, да? Это означает предварительные выборы общественной этой организации. Вот каковы итоги были этого праймериса? Ну, я вам скажу, что идея праймериза, мы назвали очень по-другому, праймерис иностранное слово, значит, совет с населением. Это была моя идея для того, чтобы реально определить, кого хотят наша команда, внутри люди, наша да? команда хотят видеть именно кандидатом в депутат. В первую очередь это касалось внутреннего опроса. Но мы решили расширить и дать возможность, что если кто-то пожелает со стороны, тоже принимали участие. Поэтому было принято решение, потому что в Камрадском районе закончилось, в Чедромском, Вулканевском сейчас еще опрос идет. Да. Что, значит, в Камрадском районе участвовали со стороны людей? Конечно. Вот в Камрадском районе был открыт офис напротив парка здания Молтелекома на 1-м этаже, где любой человек мог прийти и проголосовать. Реклама шла очень большая и по телевидению, и по радио, и в газете. И приходили разные люди. Но в основном, конечно, я могу не то что предположить, а я это знаю, что сегодня в Новой Гагаузии есть 18 тысяч человек по всей Гагаузии. И, конечно, естественно, что больше людей, абсолютно большинство, те люди, которые ходят в Новой Гагаузии. Но дополнительно был вопрос не только в Камрате, но вопрос был и во всех населенных пунктах 1-го округа Камрадского района, плюс Киритнунга и Гайдары. Выезжала выездная урна, полдня находилась в селе, они были в Примари или в ДК, где тоже могли любой человек мог прийти и проголосовать. Даже последний день пошли на то, что даже Камрате на рынке пошли для того, чтобы люди проголосовали. Праймерис в Камрадском районе показал, что в нашей команде есть единство. Потому что у нас, например, почему это делали, потому что мы могли предложить и Тарновского, и Кыса, и Мараря, да, и Стоянова, и Янёгу Валерия Федоровича, и Янака, и других. У нас очень много есть достойных людей, которые могли бы быть депутатами парламента, те, которые и были даже и депутатами. Но мы пошли к тому, что пускай наша команда внутри подскажет. Ну и дополнительно, если люди со стороны хотят, пускай тоже участвуют. Ну, показалось, что 97% этого опроса, это, значит, более 5000, если не ошибаюсь, примерно 5400 человек проголосовало. Это большой процент. Но это большой процент для тех людей, которые, в принципе, не знают, что в нашей команде есть 18 тысяч человек. Да, но для нас это прогнозируемо. Я знал, что будет 4, 5. Но в вашей организации не только Камрадский район, еще Чедромский, у нас, и Вулканевский. Значит, да, конечно. Поэтому мы и не предполагали, что здесь будет 18 тысяч, потому что часть должно быть и в Чедромском, и Вулканевском. Поэтому результат, который есть, он был прогнозируем, но для нас очень важно стало, чтобы действительно не кто-то хотел, а команда видела, кого хочет, ну, все в целом организация. Конечно, сегодня после праймериза был национальный совет, где, в принципе, после результата, ну, и учредители Народно-патриотического союза открыто сказали: Николай Иванович, мы вас поздравляем, вперед, вы являетесь нашим кандидатом. Конечно, это будет дальнейшем... Как вы это восприняли? Ну, знаете, сейчас скажу. Ну, значит, это, конечно, пока
предложение, оно будет действительно заявлено на съезде. 16 декабря пройдет съезд в Кангазе. Уже в Кангазе, да? Да, в Кангазе будет 16 декабря съезд, где будет озвучено, закончится как раз опрос в Чедрунге, конечно, где тоже будет выявлен наш представитель, и 2 представителей Народно-патриотический союз 16 декабря, говорится, естественно, что поддержит на будущих выборах. Если касаться лично меня, как я воспринял, честно говоря, ну, я не мог и не отказаться, но в целом скажу, что, например, я не очень-то планировал идти на первые же выборы. Что я мог участвовать на 2-х выборах, на 3-х выборах. У нас впереди и дальше идут парламент, потом башканские, потом местные выборы. Да. Ну и 4-е, я скажу, что лидеры команд, руководители больших объединений иногда не обязательно должны идти на выборы, потому что нужно руководить командой, решать организационные вопросы. Огромная работа. Поэтому работы как бы хватает. Потому что сегодня, идя на первый выбор, парламентские выборы, это становится ясно, что на 2-х выборах, естественно, что пройдет опрос населения, и может быть другая фамилия. Поэтому здесь как бы четко такая позиция. Поэтому не обязательно, что один человек должен участвовать на всех выборах. Поэтому сегодня, как говорится, мы готовимся к съезду, который пройдет 16-го, ждем результаты по Чедрунге и... Когда подводились итоги праймериз, еще обсуждался вопрос, что Народно-патриотический союз Девлет не имеет символику. На сегодняшний день уже есть символика Девлет? Есть несколько вариантов. Несколько вариантов. Орггруппа, которая готовит съезд, собирается каждую неделю. Еще есть время. И все эти варианты будут рассмотрены. Потому что, естественно, что будет принят и символика, будет принят и флаг, потому что и печатный орган утвердится. То есть Народно-патриотический союз сегодня уже зарегистрирован конкретно. Как говорится, мы имеем уже документы. Это действительно организация, действующая организация, ну, которая действительно уже провела огромное количество различных мероприятий, акций, митингов. Ну и набирает с каждым днем больше и больше людей, потому что я считаю, что именно Народно-патриотический союз как появился, ну, о нас услышали везде. И в Кишиневе. Сегодня иди в Кишинев, различные органы, даже вот мне коллеги парламента говорят, прежде чем принимать закон, говорят, слушайте, а как гагаузы вас примут? Потому что если Гагаузия раньше молчала... Народно-патриотический союз, значит, если раньше Гагаузия молчала, у нас забирали полномочия, налогов, все, это промолчали. То сегодня любое действие в парламенте, маленький сигнал, и мы выходим на акцию, начинаем выступать, требовать. И естественно, что Кишинев уже начал на это обращать внимание, что погодите, прежде чем с Гагаузией начинать что-то там забирать, обсуждать, давайте будем советоваться с ними. Это то, чего мы добивались. Мы идем сегодня конкретно на правильном пути. Путь начальной Гагаузии, когда мы надеялись на патриотов, которые создали Гагаузскую республику, Гагаузскую автономию, он был правильный. Возложили на плечи партии, как говорится, все наши проблемы, а нас всех обманули. И вот мы пришли к тому, что закон о особом правовом статусе, который был нам наделен, сегодня он урезается совсем, потому что у нас нет организации, которая защищала. К сожалению, руководство Гагаузии мягкое, ну как-то они особо, может быть, не хотят ругаться. Николай Харлампич, вот вы, коль заговорили уже о партиях и одномандатной системе, вот вы очень активно агитируете всех избирать независимого кандидата. Вот скажите, что конкретно наш избиратель, простой человек, выиграет в этом случае? Ну, я вам скажу, что вот давайте возьмем всю историю существования Республики Молдова. Ни разу не было, чтобы был гагаузский депутат независимым. Все время наши депутаты, неважно с какой партии, коммунисты, демократы, социалисты или других, были представителями этих партий. Но и возможности не было, да? Это впервые у нас я вам происходит. Скажу, что закон, в принципе, позволял идти независимым, но нужно было набрать 15-16 тысяч голосов для того, чтобы пройти. Даже, по-моему, 2% это 30 тысяч. А сегодня этого... Это сегодня уже отпало. Ну, такой большой процент невозможно было и набрать никому, поэтому никто даже и не пробовал в Гагаузии. Потому что у нас не хватило бы голосов. Но я скажу, что вот, пускай скажет хоть один депутат, который, будучи в списках, который прошел парламент, по спискам, мог открыто идти по всем вопросам против своего руководства, против своей фракции. Партии. Ну, даже вспомни Башкана Гагаузии. Ну, назовите хоть один законопроект, где Ирина Влах шла против Воронина или партии коммунистов. Нет, такого не назовешь. Да, я вам скажу, что, будучи депутатом, я, Корнел Дудник, да, меня называли там, честно говоря, где-то анархистом. Некоторых вопросов я не подчинялся своей же фракции. Да, вопрос, например, вывод российского из Приднестровья. Мы не поддержали. Принять закон против аналитической программы Российской Федерации. Мы не поддержали. Россия агрессор, мы не поддержали. Много-много еще других.
Но эти вещи, которые, я скажу, что были одноразово, да, один раз, и то мы не могли решать вопросы. А если, например, у нас будут депутаты в партийных списках, а мы этого хотим, пускай каждая партия пускай поставит гагауза в свои списки. Пускай будет хотя бы по одному гагаузу каждая партия, которая считает, что она уважает Гагаузию. А 2 одномандатных округа выиграет 2 чисто народных депутата. 2 чисто народных депутата могут поднимать любой вопрос в парламенте. Потому что вот мы не голосовали, но мы не могли выходить, заявлять с трибуны, потому что это было бы вообще, как говорится, наверное, шок для всей фракции, потому что есть этикет, есть дисциплина. Потому что фракции собираются, например, фракции у нас более 50 человек. Мы собрались 3 гагауза. Да, мы против. Да, никто нам не ставит флажки, что вы не говорите. Мы говорим, мы доказываем, демократия, но большинством голосов принимается решение. Да. Ну а вот сейчас депутаты одномандатники по одномандатным округам, а мне надо больше никого спрашивать. Если вопрос, где-то урезается полномочия, есть вопрос, который мы считаем, что против наших союзников, да, против России, против Приднестровья, против Гагаузии, мы можем идти к трибуне, и можем стучать кулаком, можем, значит, обращаться во всех телевидениях, можем призывать общественные организации, можем, значит, обращаться к посольствам. То есть, по любому вопросу мы можем поднять очень большой шум, и мы будем услышаны. То, что сегодня, то, что не позволяется внутри партии. Поэтому я скажу, что сегодня, конечно, находятся те люди, которые не хотят, чтобы Гагаузия шла по такому пути. А я считаю, что это единственный правильный путь для Гагаузии. И рано или поздно мы все равно объединим Гагаузию. Только как мы перестанем ругаться между собой, я скажу, что у нас все получится. Поэтому я и вчера, вот будучи на телевидении, и сегодня могу сказать и призвать и своих коллег. Я вот даже на митингах, на последних митингах всегда останавливал, что, ребят, давайте мы поднимаем митинги по вопросам серьезным, касающимся Гагаузии, и не будем касаться каких-то фамилий, которые живут в Гагаузии, да, нашего руководства и остальное. Потому что мы акцент делаем снова на себя, а главные вопросы в Кишиневе этого хотят. Кишинев сегодня полностью переиграл Гагаузию. Поэтому мы сегодня должны доказать центру, что Гагаузия может объединиться, Гагаузия может найти компромисс. Кто-то идет на одни выборы, кто-то идет на другие выборы, но при этом мы все являемся жителями Гагаузии. Все достойные люди, которые есть в Гагаузии, которые даже не живут сегодня в Гагаузии, мы должны их приглашать, мы должны им находить места. Объединять. Объединять. Только тогда Гагаузия будет сильной. Но если мы все захотим забрать себе, ничего не получится. Николай Харлампович, вы были инициатором митингов в защиту простых людей, которые проводились у нас в этом году, и очень много, да? К примеру, вот поднимались такие вопросы, как защита патента обладателя. Вот услышали вас в Кишиневе? Какие-то вопросы вообще решились уже? Ну, Лиза, я скажу, что все вещи, все наши акции, все наши протесты, которые прошли, они были все услышаны. Мы не хотим трубить сегодня на весь мир, что мы добились максимальных результатов. Ну, давайте по порядку. Мы первоначально подняли вопрос, и действительно, это, в принципе, даже уже последний момент, мы об этом услышали, когда решался вопрос в Конституционном суде об отмене, чтобы межнациональный язык был не русский, а румынский. Да, мы провели быстро митинг в Амрате, мы поехали в Кишинев перед Конституционным судом. И мы добились, может быть, неполноценно, но сегодня сохранился еще язык, межнациональный русский язык. Это наша победа. Мы подняли несколько митингов, провели один очень такой большой митинг, где после этого были встречи в госканцелярии с руководством правительства, где мы требовали, что решение Народного собрания не отменять по патенту, по фиксированному налогу. Но я вам скажу, что наши митинги были услышаны в центре, на севере, везде, и началось бурление везде. Мы просто дали зародыш, чтобы этим митингам дальше. И когда страна вся заговорила, а патентами работает не только в Гагаузии, но и в других районах, то руководстве страны пришлось сделать шаг назад и продлить, что можно работать патентом, еще год. Да, придем то есть 19-й год люди могут спокойно себе работать. Это наша победа. Это строго и с русским языком, и с патентами это наша победа. Если мы победили в этих моментах, мы двигаемся дальше. Мы сейчас подняли следующий вопрос по фиксированному налогу, потому что он уже один раз был отменен. Благодаря нашим депутатам Народного собрания всем спасибо, заново принят. Но он сейчас подан в суд. И любой момент его могут отменить. Поэтому вот мы сейчас на митинге подняли этот вопрос и озвучили, что если вы отмените этот закон, мы поднимем всю Гагаузию. А представьте себе, что поднимается вся Гагаузия на митинге во время выборов. Это для страны чревато. И я уверяю вас, что никто сейчас не посмеет отменять.
Но и дополнительно я скажу, что если сегодня наши требования не будут выполняться, это возможен такой момент, что Гагаузия один момент выйдет и скажет, что молдавские партии все нас обманывают, давайте бойкотируем эти выборы. А это международная организация, это серьезная проблема по всей стране. Поэтому маленькая организация вновь создана, которая укрепляется с каждым днем Народный союз Девлет, становится той организацией, с которой сегодня уже считается в Кишиневе. И считаться будет везде. Потому что сегодня мы четко сказали, если в Кишиневе какой-то вопрос поднят, где касается темы Гагаузии, и без совета Гагаузии решается вопрос, мы выходим на протест, мы выходим на митинги. И эти митинги в дальнейшем будут проводиться только в Гагаузии. Мы готовы ехать в Кишинев, к парламенту, мы готовы ехать в правительство, мы готовы к президентуре. И все эти люди, которые бьют себя в грудь, которые приезжают к нам чуть не каждую неделю, дороги везде закрыты, мы гагаузов любим, мы гагаузов не знаю что. Но эти вещи только за столом. Вот кушаем, пьем, кричим гагаузы. А когда мы проводим наши митинги, а я что-то не видел ни на одном митинге, чтобы нас поддержала какая-то партия. Где на наших митингах мы провели уже десятки митингов? Был хоть один представитель партии, который вышел к трибуне и попросил, что дайте мне слово, я выступлю в защиту Гагаузии. Да нет. А я вам скажу, что сегодня четко я для себя сделал выводы, какая бы партия ни была. Да, мы дружили с одной, с другой, пятой. Но какая бы партия и дальнейшая ни была, ни одна из молдавских партий не будет преследовать цели, чтобы Гагаузия была сильным регионом. Чтобы Гагаузия могла, как говорится, не просто жить по законам Молдовы, но участвовать во всех процессах, которые происходят в республике. Да. Но потому что мы должны во всем участвовать. Потому что нас отфутболили назад, Гагаузии дали, считается, немножко денег, увеличили наш бюджет, благодаря нам же. Да. И сейчас, как говорится, некоторые тратят этот бюджет и говорят, все нормально, зачем ругаться, деньги есть. Если мы потеряем свои законы, деньги закончатся. Но смысл тем, что имея республику, Гагаузию, имея действительно свою страну, мы отказываемся от своей страны, идем на автономию, нам дают закон, а сегодня этот закон фактически урезается со всех сторон. Мы должны добиться, будущие депутаты парламента, вот тоже отвечая на прошлый запрос, должны добиться, мы должны вернуться к тому, что Гагаузия строго должна поставить вопрос. Мы должны иметь свою квоту, никакие округа, мы должны иметь свою квоту. Поэтому можно было бойкотировать даже сейчас. Но если мы сегодня бойкотируем, у нас не будет наших представителей в парламенте, кто нас услышит. Да. Поэтому нам нужны наши представители, чтобы в парламенте заявляли, Гагаузия требует свою квоту. Почему? Мы хотим наш закон защищать. Кто защитит? Мы ушли от того, что имели свою республику, согласились на автономию и не получили свою квоту в парламенте. Закон дали, а защищать этот закон некому. И дополнительно, если не получили квоту, мы должны были добиться, что Гагаузия должна была иметь свою партию, которая может регистрироваться. Опередили мой вопрос. Как раз я хотела задать этот вопрос, потому что в ваших выступлениях, я слушала, прозвучало вот это, что Гагаузия должна иметь свою партию. Вот вы мне скажите, это возможно сегодня создавать партию в Гагаузии? Лиза, это очень важный момент для Гагаузии, и мы не должны стесняться и тем более бояться об этом говорить. Потому что это решение всех наших проблем. Сегодня невозможно регистрация партии, потому что она должна регистрироваться во всех населенных пунктах, значит, определенное количество людей должно быть со всех районов. Или там 50% с районов. У нас гагаузы живут в 3 районах. Да? У нас нету во всех населенных пунктах по 200-300 человек, потому что регистрация партии, там есть свои условия. Поэтому мы не сможем регистрировать партию, потому что других районов нас поддержат. Нам должны разрешить регистрировать гагаузскую партию с количеством, да? С тем же количеством человек, что там нужно, по-моему, 5000 человек. 5000 человек, но при этом эти 5000 человек нам должны разрешение дать, чтобы они были с 3 районов, с гагаузских районов. Тогда, естественно, что это количество людей мы найдем, мы зарегистрируем эту партию. Да, она должна будет работать не только в Гагаузии, на территории Молдовы, но нам нужно, чтобы она должна зарегистрирована здесь в Гагаузии, наша гагаузская партия. Тараклия может тоже входить? Тараклия может тоже входить? В дальнейшем в эту партию могут входить все, кто хочет, представители всех населенных пунктов. Здесь вопрос идет о том, регистрировать его тяжело. Сегодня не дают возможность его регистрировать в 3 районах. Поэтому мы должны добиться или квоту, или свою партию. Тогда мы сможем защищать свои интересы. Имея свою квоту, или же и свою партию, конечно, и руководство региона, которое будет зависеть от этого. Потому что не получится, если будет гагаузская партия, которая будет поддерживать, скажу, 90% населения, не получится, что Башкана поддерживали кто-то другой. Да, какая-то партия пришла, поддержала Башкана и закидалась и шапками, все. Да нет,
тогда буду выбирать и наших башканов, действительно наше население, не слушая ни одни молдавские партии. Потому что они приходят нас, где-то закидают деньгами, где-то обещаниями большими. Мы им верим, а в конечном итоге 4 года проходит, и через 4 года они приходят с теми же вопросами. Вот я слышал, сейчас выступал Александр Калинин в Москве, представитель гагаузской диаспоры, который очень много помогает по вопросам решения людей, которые есть какие-то вопросы при таможне, которые нужно решать. Да? Вот сейчас он был и снова сказал, что все, приезжайте все домой, голосовать, голосуйте, и после этого сможете обратно уехать. Но уже было однажды. Да, это было 4 года назад. Многие приехали, и я вот читал вчера и комментарий, что по сегодняшний день они не смогли уехать в Россию, потому что 5 лет получили депорт. И сегодня они не получится так, что сегодня приглашают всех обратно в Молдову, давайте голосовать, а обратно снова никто не сможет уехать. Поэтому, естественно, что я считаю, что этот популизм, это обман должен прекратиться. Но я снова же не хочу касаться большой молдавской темы. У нас есть чисто здесь наша гагаузская тема, и тем более, что выборы в Гагаузии по одномандатным округам будет происходить только на территории Гагаузии. Никто не сможет в других районов голосовать за наших кандидатов в депутаты, как и извне, ни в России, ни в Америке, ни в Европе. Только по Молдове, к примеру, Нет, если... нигде. Эти округа делятся конкретно здесь у нас в Гагаузии, 2 округа. Да, 15 населенных пунктов в одном округе Камрадском, 11 населенных пунктов в другом округе. И голосовать смогут только те люди, которые прописаны в этих населенных пунктах. Поэтому я не буду задевать больших вопросов партийных, пускай партии разбираются между собой. У нас впервые есть возможность действительно иметь депутатов парламента, независимых народных депутатов, которые не будут подчиняться никому. Что они говорят, а что один вопрос решит депутат? А я вам скажу, что один депутат, который может для тебя сколотить там целую группу независимых депутатов, что 50% это одномандатники. Это иногда один депутат, который решает очень знаковый какой-то вопрос, потому что не хватает один голос. Но самое главное, это будущий рупор Гагаузии. Вы сказали о том, что пройдет съезд, да, Народно-патриотического союза, на котором будет принята национальная программа. Что конкретно будет расписано вот в этой программе, над чем планирует работать съезд? Совет? Я скажу, что один из главных вопросов, конечно, будет политический вопрос, но очень много вопросов ставится из жизни. Потому что мы все время говорим о политике, но забываем, что есть у нас и социальная программа, есть у нас и спортсмены, есть у нас и культура, есть у нас и язык и много остальное. Отвечая на первую часть вопроса, впервые, будет обсужден вопрос сделать полный анализ за все существование Гагаузии, начиная с первого дня, как мы получили закон о своем правом статусе, что мы имели уложение Гагаузии, и по сегодняшний день. Пройти полностью, сделать анализ. Что сделано, что мы имели, что мы сделали, что мы потеряли, и что могли бы сделать, и что у нас сегодня здесь есть. Сделав полный анализ, мы тогда придем к тому, где мы находимся. Потому что сегодня я говорю, что там что-то принимается, мы не видим глобальные вещи, куда должна идти Гагаузия и где акцентировать должна полностью 100% свое внимание. Потому что частенько некоторые проекты внедряются, и некоторых этими проектами где-то наши глаза закрываются, а мы вам там сделали 500 метров дороги или что-то сделали чуть-чуть там, и все нормально. Нет, мы здесь должны подойти к этому вопросу глобально. И действительно, если мы говорим о будущем Гагаузии, от этой оценки, от этого анализа в дальнейшем должна зависеть будущее Гагаузии. Иметь концепцию развития Гагаузии. Полную концепцию развития во всех сферах. Потому что говорят, я политикой не хочу заниматься. Политика, если ты не хочешь заниматься, политика займется тобой. Социальными вопросами. Да. Поэтому прежде всего, конечно, мы политически должны укрепиться. Мы должны понять, где у нас слабые стороны, где у нас сильные стороны. Где у нас наши люди есть, которые в этом деле должны быть профессионалами, а не просто болтунами. Или теми людьми, которые политическими коммерсантами, которые на всякие политические выборы просто деньги зарабатывают. К сожалению, у нас и такое есть. Поэтому мы должны определить тех кругов, которые должны быть флагманами, которые кто-то должен нести флаг, принимать удар на себя. Потому что много разговоров, но когда приходит удар на себя, никого нет. Поэтому это должно быть. А следующее, конечно, мы еще раз говорю, что кроме всех политических моментов, жизнь продолжается, мы живем, у каждого есть семья, у каждого есть дети, и мы не должны забывать, и наша организация максимально работает и в втором направлении.
Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Напомню, что сегодня мы говорили с гостем в студии, с председателем Народно-патриотического союза «Девлет» Николаем Дудогло. Спасибо вам за дискуссию. Передачу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.